условном обозначении. Цвет, орнамент на одежде – это и есть символ. Костюм – гармония мира, считали бюсты. Нижняя часть костюма была подземной частью, средняя часть олицетворяла землю, а верхняя часть – космос, небо, граница неба с солнцем и луной. Теперь смотрим на мифологические богини более подробно. Имя этой богини связано с древнерусской народе. Она напоминает семицветную радугу, облака, капли росы на траве, цветах, легкий солнечный день. Музей Мумы. На ее груди символ подземных вулкан. Пояс украшен стилизованным изображением родового дерева Нюта. Мумы – это богиня, согревает своим теплым светом все живое на земле. На голове ее высокий дополнительный убор, альцо. Под ее душой красным цветком покрывала сюда. На углах лобка традиционно вышивались 4 других дерева, символы жизнеутверждающего начала. На груди украшены бесконечные звезды. Погромче говорите. С тех времен одежда женщины должна была защищать фигуру женщины от злых духов. Узоры на одежде вышивались на особо уязвимых для человека местах. Это как заклинания, которые обращены к добрым силам, чтобы защитить семью. Хорошим оберегом были и металлические украшения женщин, которые при звоне, но также отпугивали злых духов. Костюм является знаком, который говорит о возрасте обладателя. Элементы костюма, например, головной убор или вышивка. Говорит о том, кто его носит: девушка, женщина или старушка. Каждый народ имеет свой национальный костюм, который является знаком «я свой». Люди рады, когда видят себе подобного не по жизни, в праздники или в бой. Традиционно на одежде удмуртов выделять северные и южные варианты. Изготовилась она из тканей домашнего производства, цветного и белого холста. Женский костюм северной удмуртки состоит из рубашки ДРМ, съемного нагрудника, кабачи, распашного халата ШОР-ДРМ. Вышитый угрудник бывает праздничным, обрядным, повседневным. Свадебные кабачи украшаются с 8-лучевой звездочкой. Одежда северных удмуртов шьется из белого холста и украшается красной вышивкой. На лоб одевают налобную повязку, а поверх ее белый платок. Одежда богато украшалась вышивкой. Техника вышивки отличалась сложностью. Некоторые безупречный вкус мастериц вырабатывался в сочетании цвета и элемента, сложного орнамента. Кроме того, традиционные узоры, каждый из которых имел свое обозначение, несли магическую нагрузку, в частности, выполняли роль оберега. Некоторые узоры вы видите на этом рисунке. Традиционная одежда южной удмуртии тоже перестали. Платье имеет трапециевидную форму. К низу рукава заужены. По низу платья широкая оборка. Грудь украшает съемный нагрудник.
Берестяного. берестяного конусообразного убора, а еще и вот как покрывало с улыбкой. Особой популярностью Особенной популярностью пользовались серебряные украшения. Это не только нагрудные манисты, но и серьги, браслеты. звон металла. Звон металла оберегал каждый шаг женщины от невзгод и несчастья. Эту же роль у Эту же северных роль у северных удмуртов играет узоры на одежде. Свадебный чулок украшается черной вышивкой и массивной бахромой из черных или бордовых ниток. После рождения первого ребенка свадебный чулок заменяется на повседневный красный. обувь. Обувь северных и южных одинаковая. Узорные чулки, лапти, галоши, валенки и башмаки. Одежда белая, позднее пестряная рубаха, косоворотка, штаны из пластика, чаще всего синие, полоску. Верхней одежды. Головной убор. Головные уборы. Головные уборы, бальные шляпы, шапки из овчины. Верхней одежды. Кафтан. Был кафтан, да. Все, умничка. Дальше. Для краски ткани используются растительные красители, которые свойства знали все женщины. Из мха плавуна получали сиреневый цвет, а из-под малинника красный. В XVIII веке стали покупать покупные красители и Появились появились специалисты